Любое ваше существование в этом пространстве должно быть дополнено для того, чтобы утилизировать ваше внимание. Развитие инновационных технологий с опорой на традиционные ценности. Тема не новая, но интересная. Ингульский государственный университет дает старт лекциям в рамках проекта «Лаборатория будущего». Создать некую черную книгу технологий. Нужно все-таки понять, какие технологии мы точно считаем несправедливыми, небезопасными, не гармоничными для нас. Второе, соответственно, мы должны создать зеленую книгу. Мы должны сказать, какие технологии точно применимы для нас, справедливы и безопасны. Вот это разделение даже на эти две группы уже даст огромные возможности для понимания того, как мы дальше технологически можем развиваться. Лектор Иван Карпушкин – известный эксперт в области технокультурологии. Он рассказывает о том, как интегрировать традиционные ценности в современную технологическую среду, а также делится успешными кейсами из регионов Северокавказского федерального округа. Может ли существовать их взаимосвязь, допустим, в создании будущего языка, на котором будут писаться программы, взаимодействие с нейросетью и так далее? Да, ответ «да», могут и должны быть. Мы не можем сейчас утверждать, что в русском языке есть все для того, чтобы мы могли познать мир. А это значит, что мы должны действовать по самому главному закону мироздания, закону максимального разнообразия. Участники встречи задают вопросы, обсуждают возможности для молодежи в сфере инноваций и роли культуры в технологическом развитии. Мероприятие стало важной площадкой для обмена знаниями и вдохновения будущих специалистов. Мы ждем вас с еще одной серьезной лекцией. И я думаю, что у нас здесь и технари будут, и будут очень активная дискуссия. Спасибо вам огромное, Иван Сергеевич, от себя лично и от наших студентов, коллег наших. Вы нам дали импульс для размышлений, для преподавателей, значит, обязательно некую компоненту, которую они введут. Полученные знания будут полезны в дальнейшей учебе и научной деятельности студентов. Мероприятие способствовало стимулированию интереса к развитию технологий на стыке культуры и инноваций. Я видел прям очень вовлеченные лица и глаза ребят и преподавателей. Все очень внимательно слушали, понимали, кивали. Были очень интересные вопросы в конце. Мне кажется, лекция очень хорошо зашла. Это была первая аудитория, на которой она вообще читалась. То есть я, в принципе, готовил ее специально для университета ингушского. И мне кажется, что я ее буду развивать дальше и в других регионах тоже читать. Она очень интересная и для меня, и для аудитории. Проект «Лаборатория будущего» организован при поддержке Российского общества знания. Проведение данной лекции стало возможно благодаря поддержке руководства вуза. Подобные лекции у нас проводятся и в других образовательных организациях. Это в школах, это в колледжах. Проводятся для родителей школьников лекции Российского общества знания. Лаборатория будущего – окружная инициатива, которая направлена на создание в Северокавказском федеральном округе сообщества молодых специалистов, социального проектирования и формирования конструктивного образа будущего на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Каждая такая лекция для студентов Ингушского государственного университета – это уникальная возможность получить новую информацию, познакомиться с удивительными спикерами и сделать шаг навстречу к своей профессии. Хава Гагиева, Мухаммад Тиндиев, Магаз 24.